5 апреля 2011 года. На площади перед театрально-концертным залом в Грозном почетный строй кадетов. По красной ковровой дорожке глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сопровождении полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопунина направляется в зал, где состоится официальная церемония вступления в должность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Как и 4 года назад, Рамзан Кадыров вновь возьмет на себя нелегкое бремя ответственности за судьбу родной земли. И это отчетливо понимает и собравшиеся в зале, который бурно приветствует входящего туда Кадырова. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Торжественная атмосфера инаугурации была отмечена присутствием на ней большого числа гостей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Религиозные и общественные деятели самого высшего ранга, в числе которых и муфтий России Равиль Гайнуддин, а также муфтий стран СНГ в одном зале в тот памятный день стали свидетелями исторического события. Председатель парламента Чеченской Республики Дуквах Абдурахманов объявляет о начале церемонии инаугурации. Рамзан Кадыров в соответствии со статьей 66 Конституции присягает на верность народу республики. Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать права многонационального народа Чеченской Республики и верно служить ему, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики и законы Чеченской Республики. Adam gardenen bij ons maar leren alleen nog die republiek geldt bij ons alle schenten en tiers meer gela nog die republiek конституции nog die republiek закон лера. Рамзан Ахматович Кадыров вступил в должность главы Чеченской Республики. Впервые в истории отечественного телевидения инаугурация главы одного из субъектов страны транслировалась в прямом эфире, и Рамзан Кадыров был первым руководителем региона, которому проявили столь пристальное внимание федеральные СМИ. Фигура чеченского лидера нашла самую большую поддержку среди всех, без исключения силовиков. Его успехи в борьбе с терроризмом впечатлили видавших виды профессионалов в погонах, и они также были на этой церемонии. В зале были также представители творческой элиты страны, которые стали рассказывать о подлинном облике Чеченской Республики всему миру. Присяга главы Чеченской Республики стала отчетом нового времени на пути дальнейшего развития региона. Все те позитивные изменения, которые были достигнуты титаническими усилиями команды Кадырова, непременно должны получить свое продолжение. И в этом Кадыров-младший заверил всех собравшихся в зале. Я выражаю благодарность руководству страны, парламенту Чеченской Республики за оказанное высокое доверие. Я глубоко признателен народу Чеченской Республики за решительную поддержку курса нашего первого президента Ахмада Хаджи Кадырова, который мы с вами проводим. Благодаря федеральному центру и героическому труду всего народа республика за последние 4 года неузнаваемо изменилась. Мы с вами сломали хребет международным террористам и уничтожили их главарей. Чеченская Республика превратилась в стабильный регион. Сегодня наш народ един и сплочен как никогда. С этой трибуны со всей ответственностью заявляю, что сделать предстоит намного больше. Перед нами стоят трудные, но разрешимые задачи. Это в первую очередь подъем экономики, создание десятков и сотен тысяч рабочих мест, подготовка молодых специалистов, развитие науки, культуры, образования. Особое внимание мы, как и прежде, намерены уделять развитию институтов гражданского общества. Мы четко осознаем, что благополучие каждого жителя республики зависит от стабильности на всем Северном Кавказе. Руководство России всегда может рассчитывать на полную поддержку усилий, направленных на укрепление единства и сплоченности народов. Я твердо уверен, что мы с вами превратим наш край в один из самых благополучных регионов России. Мы знаем, как этого добиться, мы с вами хотим этого. И с помощью Всевышнего придем к данной цели. Желаю нам всем удачи. И особенно хочу заявить, что мы, команда Кадырова, команда нашего первого президента, будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить то спокойствие, стабильность и процветание нашей республики. Мы не жалеем и не будем жалеть, как не жалел себя наш первый президент. Аллаху Акбар.
Наш регион перестал быть горячей точкой. Он теперь и навсегда оплот мира и стабильности в стране. Чеченская республика – культурный центр не только Северного Кавказа, но и настоящая кладовая бесценных талантов, которые прославили Чеченскую республику далеко за ее пределами. В тот день в зале были и самые высокопоставленные религиозные деятели, в числе которых и муфти России шейх Равиль Гайнуддин. А затем к собравшимся обращался полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Выступавший обратил внимание зала на то, что его миссия в тот день поистине эпохальна – поздравить Рамзана Кадырова от имени главы государства. Уважаемый Рамзан Ахматович, поздравляю вас с официальным вступлением в должность главы Чеченской Республики. За прошедшие годы вы добились значительных успехов в решении ключевых проблем региона, связанных с возвращением его к мирной жизни и противодействию терроризму. Вы внесли большой личный вклад в укрепление российской государственности. Убежден, что и в дальнейшем вы будете прилагать все усилия для развития экономики и социальной сферы республики, обеспечения законности и правопорядка, повышения уровня жизни людей. Желаю вам осуществления намеченных планов и успехов в вашей непростой и сложной работе. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Рамзан Ахматович, я бы хотел пожелать вам оставаться таким же настойчивым, сильным руководителем в достижении поставленных целей. И пусть действительно растущее доверие народа к власти и впредь будет для вас главным показателем успешности работы. Ведь, как говорят у нас на Кавказе, народная кавказская мудрость, дороже доверия нет ничего на свете. И я, может быть, хочу извиниться за свое произношение, но позвольте мне в завершении произнести «Дала баркате дахар лойла шуна нахчи». Поздравляю вас. Выдающийся вклад чеченского лидера в развитие и укрепление ислама в России и СНГ стал еще одним важнейшим моментом в политической карьере Кадырова-младшего. И это отмечали представители самых разных конфессий. В дело укрепления связи между которыми Рамзан Кадыров также внес свой весомый вклад. В тот день главу Чеченской Республики поздравляли руководители всех рангов, от Владимира Путина до федеральных министров, и в том числе руководители арабских стран. Телеграмма от председателя правительства Российской Федерации Рамзану Ахматовичу Кадырову от Путина. Уважаемый Рамзан Ахматович, поздравляю вас с официальным вступлением в должность главы Чеченской Республики. Вся ваша жизнь связана с Чеченской Республикой. Вас знают и ценят как настоящего патриота родного края и России, сильного и мужественного человека. Вы хорошо знаете проблемы, волнующие ваших земляков, те первоочередные задачи, которые стоят перед руководством региона. Убежден, что и впредь, опираясь на накопленный опыт, знания и, конечно, оказанное высокое доверие, вы будете эффективно работать на благо Чечни, интересов ее жителей, содействовать укреплению мира и межнационального согласия как в республике, так и на Северном Кавказе в целом. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Владимир Путин. В зале же Рамзан Кадыров принимал поздравления от глав субъектов страны, представителей разных конфессий, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, руководителей силовых структур. А далее слово взял председатель Совета алимов Чеченской Республики Хожахмед Кадыров. Рамзан отсилах чударжах юга чагвар. Ой мух дюрда цердакки. Ой дегнаша бацадалла. Баргаш شاين قوش دولش ستيشل بقير خز خيس مش وين محك رمزان كيقول ليسا هو كزدك تزامن شوح وين ضحيت تنقوش خلش رمزان شا وين ويت غيرتش نيقت كيق ديتش شا ويت غيرت ريحش توتش رمزان شا دينش غلقشسا بنش بلخشسا شين سيلح وست قايت نسو وينه شيء إرس مخكنا قومنا شاشين سقوش واسرسة كرين سن ديلسا ديل دينسا ديل جرجرش أولياء أشسا شين جرجلو دقرة شاهدرسا قاتلو إذا قيمي لقينشكا إن خيات ميدوق شين كيل حلرسا
زعب خوي غورسيز خوي بوبيري قريشي تيبن نيخ ومخ بولش عيلم نيخ أولياء انت احيني سوت عالم لارم برسا ديل شين ريزا بنا قاتشنا إز بوصل بنيخا دقر ديكنسا ديش دولش دعنية إن خياتمي ولش دالة سو حاجيت إين تشوح ويلخا أولخش شينا ويقومنا ديخنرش خوتش ده دال حنر نت قيتم لويل سنة دال مصو هم انتح دال مصو هم انتح إرس أتو بويل سنة دال ديقل ويل حو رمضان فقوم باتش دال عالش ويل حو بركل شنو دوا Аймани Кадырова, мать чеченского лидера, хорошо понимает, какую нелегкую ношу выпало нести ее сыну Рамзану, но она знает также цену подлинного героизма и самоотверженности и уверена, что тот путь, по которому шел народ Чечни все последние 10 лет, станет продолжением курса стабильности и процветания и в дальнейшем. شولق شنا أستيد أش تعليق شو رمضان دال مقلع دال رمضان شون مت أحوال شو تون مت أحوال فلنش دال شا بصل باكستا بتش حكمش دال مت أحوال رمضانين دال وسهل والش دال شا مصو غير مسك ناخ زعف ناخ بيبيرش دال متعنر لو رمضاني. Героическая роль Аймани Кадыровой в деле, которому посвятил свою жизнь ее родной сын Рамзан, была отмечена председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом Бердиевым. И это торжество – праздник еще и для матери, воспитавшей такого сына. Это женщина, которая никогда в жизни ничего запретного не съела. Таким молоком скормлен этот человек. Я почему это говорю? Это чтобы все так делали. Если ваши дети будут вскормлены только одним халалом, то сыновья будут такие, как Рамзан. Дай Аллах ему здоровья и силы, чтобы он продолжал это дело. В числе почетных гостей церемонии инаугурации был и Мухаммед Садык, бывший в свое время учителем первого чеченского президента Ахмата Хаджи Кадырова. Из его уст прозвучала молитва дуа. Он просил Всевышнего укрепить главу Чеченской Республики в деле достижения благополучия чеченского народа и всей мусульманской уммы. Официальная же часть мероприятия завершилась под звуки гимнов России и Чеченской Республики. Затем собравшимся в зале был продемонстрирован фильм о деятельности главы республики. А потом на сцену выходили танцевальные ансамбли и звучали песни артистов. А одна из исполнительниц, Макка Межиева, сильно взволновала всех, кто в зале слушал ее песню стоя. Эта песня стала данью памяти первому чеченскому президенту. Инаугурация главы Чеченской Республики стала настоящим всенародным праздником. Был организован автопробег, всевозможные мероприятия. Весь народ, и старый, млад, все в одном строю бурно приветствуют вступление Рамзана Кадырова в должность главы Чеченской Республики. Итак, дан новый старт в политической жизни Чеченской Республики. Рамзан Кадыров доказал всему миру, что его политическая карьера самая успешная и беспрецедентная в истории. И весь мир это увидел и оценил. Теперь же он вновь выходит на нелегкий путь, который станет очередным испытанием для молодого, амбициозного и целеустремленного лидера.